Да, вот так вот смотришь на на эту землю пустую, да, и сложно поверить, что здесь вот так вот плотно села находились. Причем Вот большие. здесь вообще очень большое село было. Оно одно из таких самых больших, вот, которые я знаю. И раньше тут даже попадались такие огромные жернова, такое колесо, там, я не знаю, сколько, метра 2 в диаметре, каменное такое было. Ну, это для зерна, да? Да, но это повывозили уже нету. Ну, кто-то там возле дома поставить, еще что-то, видимо. А вы вот говорили, что ну, в середине 90-х вам приносили, ну, крымские татары, да, в том числе, вот эти вот пояса, Марама, вот эти марама, платки. то есть какие-то семейные реликвии, Да, получается. Вот А именно вот эти причины продажи вы, ну, вы узнавали, почему? это только вопрос, что нужны деньги и все. То есть они рассказывали истории, что да, это вещь, там бабушка или мама забрали с собой. Вот тут и была деревня, что ли, да, получается? Что? Вот тут и была деревня эта. Дальше чуть-чуть. Сейчас мы придем на нее. Просто я, чуть-чуть. Сейчас мы когда... Все деревни в основном были в ложбинах. Просто на ровном, вообще, вот если степь ровная, деревня не встречалась обычно. Деревня встречаются все деревни, они вот ближе держатся к оврагам, к спускам. Во-первых, там всегда, от ветра, возможно. Возможно, таким образом они спрятаны были. Прячутся тоже, в том числе. Да, потому что когда ты просто выйдешь в степь, оно все просматривается. А то, что находится в ложбинке, ты этого не видишь. А она что про тебя ровная вроде. Ну и вторая, еще одна причина, наверное, там легче в ложбинах в воду было колодцы рыть. Потому что это как бы естественное понижение, куда все равно и дождевая вода стекает, и... Ну да. Ну, масса И плюсов вообще. Да. И укрыто от холодных ветров. Ну, я думаю, от ветра тоже это немаловажно. Естественно. Да, вот мы сейчас сами идем, Ну да, хотим спрятаться там Да. ветра нет, правильно? Да. Вот уже камни вот встречаются. Просто я вас спросил вот насчет вот этих вот семейных реликвий. Это же копейки стоило, все равно продавали, что ли? Копейки как? 90-е годы тогда все стоило копейки. Поэтому $100 в 90-е годы сравните Да, и $100 сейчас. Сейчас это копейки, а тогда это была очень такая внушительная сумма. Поэтому все можно это понять. Люди, да, эти вещи брались с собой в депортацию, значит, они ценились, людьми, берегли их. Это была какая-то некая семейная реликвия. Но в силу тех или иных причин люди вынуждены были расстаться хоть как-то, чтобы получить какие-то деньги, облегчить жизнь. А вы вот Поэтому- как-то их классифицировали по сложности, вот эти там ароматов? Вы как-то разбирались в этом? Так, конечно, тогда и знаний было тяжело их черпать. Это сейчас интернет уже очень там хорошо развит, можно там все посмотреть, связаться. А тогда интернета-то никакого не было. Литературы на эту тему вообще не было. Так, разговаривая с людьми, единственное, что можно было что-то выяснить. Там по узору на вышивке, там какой-нибудь там листики, цветочки, что оно там значило, обозначало. А как вы здесь ориентируетесь? По этим оврагам? В том числе. Главное, вот этот овраг. Село идет вдоль него. Просто он тянется. Я понимаю, это где-то вот здесь. Он потом поворачивает направо к Данузлаву. Потому Вот что эти камни, это все природное, да? вот это природное.
Ну, бывали еще просто загоны для скота. Их как бы огораживали довольно грубо. Могли какой-нибудь и небольшой там от дождя укрытие сделать. Поэтому, естественно, что сейчас это все развалившееся. Поэтому где-то, может, и остатки селения быть. Нам главное сейчас подойти к оврагу, и все будет ясно. Раньше я сюда поворачивал на машине. То есть, когда еще дорога не сделали, Ну, здесь вполне можно заехать, да, ехать здесь хорошо. Здесь нет ни ям, ни камней, поэтому я тут именно ездил на машине. Поэтому это было проще как бы для ориентира, потому что можно было конкретно подъехать близко. А вот здесь вот перепахано, то есть что-то перепахали, да, какие-то села? Ну, сейчас пашут везде много, да. Но села обычно не пашут. Почему? Потому что в них все равно, хоть камней практически не осталось, но все равно фундаменты все остались. И поэтому просто, если пахать деревню бывшую, то плуги летят постоянно, их просто поломают. Поэтому деревни обходят стороной. Смотрел погоду, вроде должно было быть градусов 12, но, по-моему, посвежее сегодня. А вы когда первый раз увидели, как обнаружили, что это именно михраб? Видно, да, прям, что Ну, это? оно видно, да. Да? Это, ну, это как бы- Явно, да? Да, это никаких сомнений. Ого. Фух. Я вот сейчас уже начинаю думать, не проехали ли мы чуть-чуть вернуться или что. Не пойму я. Сейчас. Вот по этим оврагам, по этим делам. Что-то может он... Да, конечно, лучше сюда на машине надо было проехать. Ну ничего, пройдем сейчас. Потому что из-за того, что я давно не был, я сейчас вас буду вводить туда. А мы можем на машине поехать. Ну вот, Дорога вроде бы нормальная. да вот надо. Да и тут и по степи просто можно ехать, просто вот по степи. Да, Тут да. все ровно. Так, а где мы стояли, оттуда мы, наверное, на машине бы не спустились бы, надо, наверное, там, Ну, какой-то дойти, съезды там заезд, где-то съезд есть. надо было, да? Тут же вернуться без проблем. Да сейчас. Я просто не пойму, вот левее нам надо или правее наоборот. Мы как-то не попали. Я думал, попадем прямо на деревню, а получается не попали. Так что, может быть, вернуться туда? Не, ну уже посмотрим уже чуть-чуть, да? Ну да. Здесь просто вообще... Ну мы пойдем налево туда. Там уже точно нету правее, да? Нет. Да, Саша, мы сами вот здесь, сами мы как нашли его? Мы думали, деревня, приедем в Так, деревню. а вы там. же мне сказали, я говорю, да нет, мы в жизни не найдем. Я-то знаю, как степь выглядит. О, интересные овраги здесь. Как вот здесь возможно вот выживать? Да что люди, блин, как они здесь жили? Ну поэтому основное было скотоводство здесь, в этих районах. Суровые места. Это где-то ближе к горам, туда, там, да, можно было сады. А здесь только скотоводство, воды же вообще не было, тут ничего не росло. А колодцы же были? Колодцы были, но только не тут глубина по 90 метров. Вот жизнь, да, вот кусочек михраба, да, и заинтересовала людей, да, вот идут да. к этим камушкам. Вот Ну да. не подумаешь, да, что такое значит сила эта. Да главное, я уже переживаю, что заставил вас столько идти. Да нет, что вы, О чем речь? мы раз такими намерениями, мы его с медице Просто по-любому найдем. очень давно не был уже,
уже сбился с ориентира. Ну, в этих местах-то вы примерно были, эти же Да места? везде был, да. Да? Просто зацепиться сейчас визуально за что-то и все. Вопросов не было. А здесь, судя по внизу, вот там и вода собирается вот здесь. Ну да, в дожди текла. Ну, а раньше вообще в древности тут река была. Это ж русло рек. Они ж вот как закручивались, берег и подмывали. То есть где обрывистый берег. Здесь Вот вода была, получается? Ну да, река текла. Ну, тысячи лет назад. Смотри, какие И камни. это остатки забора. А? Тут, ну, загон для скота, возможно, где-то был. Чтоб, может, скотина не пошла, ну, во враг туда. Да? Просто Да. развалилась уже. Так, только тут форсировать нам придется. О, Форсировать преграду. Да, ну тут она не глубокая. Ровно. Ну да, видно, что здесь когда-то текла вода, кажется, а? Смотрите. А? Ну, это дождевые уже, да. Ну, после дождей потоки идут. Такие бывают дожди, что аж течет, да, здесь? Кстати, вот я езжу на Тарханкут часто. Там тоже такая есть хитрое сооружение. Вот идешь, ну едешь, и, допустим, в определенном месте, вот я так вот понижается, как плотина такая построена. А. Ну, плотина, вот из камней, из земли плотина. Но воды в ней никогда не бывает. И в ней сделана дырка, чтобы вода могла вытекать. То есть, ну, не накапливалась в ней. Ага. А делалось это для чего? Поскольку все деревни находились на склонах вот таких оврагов, когда сильный дождь, да, вот, допустим, здесь можно представить, да, площади большие, а вода течет же, ну, там где низко, да, и идет вот этот, ну, условно говоря, сель, не сель, ну, как в Ялте, да, и после сильного дождя может поток такой быть сильный, что смыть дома может. Ну, где-то, если по курсу у него была стоит деревушка. И это делалось для чего? Это как накопители с медленным спуском воды. То есть огромная вода, Как ну, там было? площадь, да, они скапливаются, идет поток воды, вот по такому, допустим, оврагу. А дальше там где-то деревня, допустим, стоит. Но это перегорожена плотиной, как типа водоем. Она вся эта дождевая вода накапливается, там нет единоразового вот этого Да. потока. Медленно. А потом потихоньку через дырку она течет. То есть дождя уже нету, а она течет и медленно спускается. Ну, То да. есть нет вот этих страшных наводнений, как у нас сейчас последние годы в Крыму, да, там когда деревни, там мосты Вода смывают, разгоняется, дома. да. Потому что она после ливня идет потоком, именно после ливня. Да, да. А ее как бы после ливня, получается, тормозили. Она накапливалась и потом потихоньку сливалась. И не было вот этого волны вот этой катастрофической. Да. Ну, можно сказать, мы уже пришли. Я уже вижу, что вот это начинается деревня. Любая деревня, у нее были зольники, так называемые. Ну, раньше мусор же не выкидывали никуда, а складировали, ну, фактически там, где и жили. Единственное, что просто насыпали в отдельные кучи. И вот на всех татарских деревнях есть вот эти зольники, кучи, куда высыпались отходы, мусор, зола с печей. А где Там вы даже сейчас видите структура зольники? земли такая пыльная, золистая. А где вы сейчас здесь вы видите зольники эти? Ну, это конкретно не зольник, но вот но то, что бугорки начинаются, это признак деревни уже, все. Вот тот бугорок вы имеете в виду? А вот вокруг, Айдарага, посмотрите, вон бугорок, А, прямо бугорок. Вот, А, вот сейчас, вот они, да, вот это. Но мусор в основном это же была зола, да? Таких-то отходов не было особых. ну, зола в основном, да. Но все равно тогда мусор не вывозили. Было два варианта. Или складировать его куда-то в русле где-то, вот, чтобы
дождями уносило. Либо просто вот, ну, я считаю, что высыпались в эти же ямы, потому что, ну, потом золы туда насыпали все. Потому что в этих зольниках очень часто находятся предметы всякие. Там монетки, какие-то там пряжки ломаные. То есть это мусор, выметенный из дома. Нет. Саня, алло, слышно? Алло, слышно? Что-то я приехал на эту деревню, не могу ее найти, я не знаю. Прошли мы тут несколько километров, я вообще не понимаю, куда она делась. Она возле Хмелева на каком расстоянии была? Сразу надо было, а я почти до самого Хмелева доехал. Мы проехали, получается. Я просто давно не был, я извиняюсь. И сбился, надо было раньше, а я позже, и все, и поэтому идем, и ничего нету. А я не пойму, что такое. Ну да, вот этот домик, я еще подумал, он, не он. А это что-то было в свое время. Да, это ни о чем. Но это ориентир, вот мечеть вот здесь, значит, все, это уже точно. Столбы, что ли? Ну, когда-то столбы деревянные стояли там еще. Ну, это просто... Да, все. Ну, тут просто трава будет цеплять, но она не критична. Едьте вот сколько... Вон, наверное. Да, все нормально. Да, все уже здесь мы, да. Я просто ближе, чтобы вот от дороги проехать, вот сколько вот... Ну, тут ровная степь, только то, что под ней еще, но оно не критично. Ну, смотрите сами, хотите, едьте, хотите. Все, да, выходим. По сравнению с тем, что мы там прошли, тут уже это детский лепет просто уже. Иначе как бы вы об этом вспоминали? Вы должны сказать. Да, вот уже. Вот это забор, да? Да, забор был. Это забор жилища? Не, ну это для скота загоны. Это большие дворы, как бы для скота. А они высокие были заборы эти? Ну, я не могу сказать, сколько. Ну, чтобы овца не перелезла. Там корова, может, если были. Особо высокие-то не было смысла. Это ж не дворы ограждали, а загоны для скота. А зольники вот впереди вот этот бугор большой, это вот зольниками Ничего себе, называется. как курган. А вот это двор уже жилища. То есть, если вот то были эти для скота, вот это двор, где жили люди. То есть, это вот это такой широкие бугры, это дом был. Поэтому он чуть обрушился, он выше. А этот двор во дворе был. Такие маленькие дворы были? Ну, именно для жизни, для скота были отдельно. Это именно двор в доме. То есть возвышенность это дом, да? Да, возвышенность вот такая с камнями, это разрушенные дома. Это улицы были такие вот, проезды. Вот, допустим, для интереса к зольнику сейчас подойдем. Вот копали, да, кругом, смотрите. Ну да. Ну вот здесь земля, она такая, как пыль. Ну вон ее всю копали, вон. Да, это земля как пыль такая. Здесь и керамики битые должно Да, быть. сразу отличается. Да, это серая, вот смотрите, а там красноватая земля, да? Да, потому что это, ну, пыль такая. Зольник. Вот, смотрите, конкретно огороженный забор. Вот михраб, кажется. Сейчас посмотрим. Пасут здесь скотину, да? Да, вот, наверное, мечеть, да. Ну вот ее, я так понимаю, границы, наверное. Вот это большое помещение. А это
А это уже и вон михраб. Да, да, точно, вот он. Вот Смотри, михраб. Смотри, а. Ну, если разрыть, тут оно будет больше, да, ну, глубже. Вот михраб. Вот, видите? Это получается Дон Узлав, да? Ну, вот это мечеть Данузлав, да. Я как-то разговаривал с работниками нашего Патриотического музея. Говорю, я вот в районе Данузлава нашел мечеть. Они говорят, да, типа, ну, суть такая, что, типа, когда-то, в дореволюционное время или в 20-е годы, может быть, кто-то из каких-то, ну, историков, там, археологов описывал ее, говорил, что она есть, существует. А потом сведения эти утратились, и никто не знал, где он ее нашел. И он говорит, а не та ли это мечеть, которую вот этот человек описывал, и мы типа потеряли, не знаем, где она. Ну тут вот видно вот архитектурные какие-то детали, все. Вот. Вот. Ну, похоже на синюю краску. Синяя, Да, 100%. Да, да. 100% синяя краска. Смотри. Сохранилась даже красочка, да? Надо же так, да, смотри. Чуть Видите, краски вот эти вот осталось. ровные камни, где-то они тут. Ну вот, да, вот бортик такой, ну, ажурный, да, вот, ну, вот выделяется. С той стороны симметрично. А там, ну да, где земля больше, трава, краска еще, да, осталась. Ну, если раскопать, может, понятно, что там и тут же все-таки это засыпанный бугор, и любое строение в землю уходило. Ну да. Ну вот тут тоже видно, что, я не знаю, тут, может, какие-то скамьи были или что это, да, вот обработанные камни, смотрите, вот конкретно специально такие сделано, как вот что-то конструктивное. Ну да. Вон там с бортиком специально. Ну, не, ну, может, какое-то как сиденье или сидеть, или что. Вот еще, видите, какой, вот смотрите, видите, вот тесанные камни, все. Вот. Это же. Или, может, это, Это ракушняк, да? Да нет, это не ракушняк. Вот смотрите, Ракушняк какой это. камень. Полый, он порый. а вот этот камень вентиляционный с дырочками, он вот тут где-то лежал, вот, ну, в этом районе, вот в А районе. камней больше было или михраба. так же? Нет, камней, наверное, было примерно так же, да. Смотрите, вот разбросанные камни. Это вот Это все по деревьям, мы сейчас пройдемся. Я сейчас это все жилища покажу были еще или вам. что? Здесь где-то кладбище есть рядом. Сейчас, может быть. Сейчас, может быть. Вот, видите, вон все эти тесанные камни, видишь? А? Тесанные камни. Вот видите, ровники. Но если это михраб вот так вот поломанный, там где-то какая-то письменность должна же быть, по идее. По логике. Он же оформляется, орнамент там, что-то. Как его точку поставить? Ну я уже не забуду это место. Вот, Саша. Острыми углами камень, видишь? Вот. Да. Вот башташи. С тамгами были. А вот. Вот. Да, вот. Вот и в том Вот числе тамга, да. тамга какая-то нарисована. Вот, Да, вот да. покажите. Ну там еще есть больше интереснее. Вот видите, вот это фески. Вот. Вот. Куресин, вот. Вот это же, значит, Ну да, ну вот переверни. Это тамга? Ну да, вот они наносили здесь. Ну вот это типа головной убор. или что Чалма. это? Чалма. вот тоже тесанные камни. Это все. Здесь мезарлык какой-то получается был. Вот тоже острыми. Ну это я, может там снизу там где-то. Да, да, Ой. вот. Ну есть его более хорошо сохранившиеся. В другом месте я покажу. Вот, Если видишь, это интересно, тесанный. конечно. Вот тут здесь тоже значок какой-то куресин, вот. Вот. Не, там есть четко. А, вот, смотрите, вот, видите? Но это верхушка, да. Да. Верхушка. Ну вот тоже. Вот тоже. Вот тут, да. Явный башташ. Да, это я вот его поднял. тут. Да и вот тоже. В общем, вот это Джами, это получается Джами, и сразу за ним был Кабарстан, Мезар. Ну да, вот. Но на нем не всех подряд хоронили, скорее всего. Вот тоже, смотрите, видите? Вот. Вот прям четко, смотрите, как видно.
О, вот с надписями даже какой-то тут есть. Курицын, смотрите, вот этот какой вот. Вот здесь надпись видно, да? Вот. Что-то такое тут. Плохо читается, очень плохо А видно, вот но сюда подойдете. Тут явно. Вот это все башташи лежат. Вот, смотрите. А вот. Вон, вот, видите, вот он. Вот он, вот. Это просто тамга. Ну да. Это не тамга, да, это тамга. Это, ну, очень... Вот, смотрите, вот этот как полумесяц, что ли, получается, или это... Вот очень хорошо видно. Знак Т. Ты вот так вот, да? Ну это верхушка была, да. Вот, Вот это низ, вот ты. вот это ну, вот так она стояла, не здесь был. Вот она как Т и тут еще сбоку. Ну, варианты. А почему Бывает вы сверху. уверены, что там низ? Ну вот же сверху как бы голова обработана. Ну, это типа челма или что. Вот же Да, специально. смотрите, вот это, видимо, огороженное, да, такое вот? А, ну вот, да. Вот так. Вот ты. Вот хорошо А видно. почему там га? Ну, родовые какие-то. Родовые. Там тоже, вот тоже. Родовые знаки. Ну вот тоже какой-то Это уже конкретно. как пиленный. Вот, видишь? Вот тесанные углы, это, видимо... Ну, возможно, огороженные могилки какие-то, не знаю. Ну, Ну, не, ну это кладбище. Вот это все активное кладбище. Вряд ли они до сих пор вот в таком виде и сохранилось, вот так огорожено. А куда оно денется? Оно просто в землю погружается Ну, и все. мечеть же куда-то делась. Не, ну это ж просто лежали такие просто камушки. На мечети это были камни обработанные, хорошие. Их, скорее всего, просто на стройку забрали, да? Конечно. Ну, хорошие обработанные блоки были, ровные. Мечеть же, видите, хорошая, они не из бута собрана, а такая, ну, это какие-то мастера строили, не просто ж там Да, вот этот хороший... собрались Вот, люди вот из камней сложили. Это вот хороший обработан, он большой, неподъемный, не смогли, видимо, забрать. Ну, да. Вот, видите? Вот, смотрите. Не, ну здесь-то ровные, они вот угол, хорошие. угол мечети. Ну, относительно небольшая мечеть, да? Ну, а раньше и все было небольшое, людей же не было такого прямо. Не, ну народ-то все равно был. Нет, ну, В каждом селе была мечеть, соответственно, тому надо- ну мечеть, наверное, не была, не предусмотрена, что прямо все должны были в него зайти. Ну да, да, да. Двор был для этого. Не, ну вот этот синий цвет до сих пор сохранился, да, смотри, интересно, да, вот сколько времени и цвет чуть-чуть остался. Да? Я думала, просто здесь что-то покрасила, а видите, здесь тоже есть. Нет, нет. Это синий Не-не-не, цвет вон есть. однозначно. Однозначно. Цвет однозначно. Михраб такой вырубили, а? Аккуратно, можно. Возможно, под этим грунтом он еще синее. То есть прям цвет свой. Возможно. Да, вот угол мечети, он ровно. Смотрите, ровно здесь еще что, вот, ну вот деревня туда тянется. На краю деревни еще одно кладбище. Там более интересные есть камни. Если, может, как-то проедем, то пешком что-то мне... Ну, это завес надо туда. А, ну давайте. Может, на машине там проедем по степи как-то аккуратно. Там же дорога была Да, налево. да, 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 да. Чтобы вот это не лазить. А вон здесь. там, что за постройка, вон серая? Вот прямо, правее барана. Не, это современный, колодец, может, там вложенный. А потом еще вот перед этим складами проедем, тут еще одна деревушка есть. И там тоже есть кладбище с мечетью. Это рядом, это тут 500 метров. Да, хорошо. Просто если есть желание на ту, можно подъехать. Давайте, Просто давайте. пешком. А Рядом так же. вообще тут, конечно, это просто вот, ну, строения, дома будут, вот, если пройтись, тут, ну, остатки. Жернова где-то будут лежать. Да, что-то бытовое что-то осталось. Может, Вот смотрите, вот Ну, это... жернова вот эти, которыми обмолачивали Армонтаж. зерно. Ну да, наверное. Ну тоже это тесанный же, это не просто Не, так он природно образовался. Да. Ну вот чуть-чуть можно здесь пройти, и потом дальше проехаться.
Вон дом какой-то хороший, такой более-менее, вижу, Наверно. что вот стены А сохранившиеся. это тоже какой-то Явно. тёс. Так а дома каменные, что ли, были? Ну, будут, конечно. По идее, саманные, из жести. Вот здесь вообще на углу, не, ну, камень в основном. Не, ну, камень присутствовал большой. Вот там на мысу вообще есть такое, говорю, чуть ли не как укрепление дом. Ну, сейчас поедем, если... Вот дороги здесь были, вот эта деревенская дорога. Вот вдоль заборы, ну, там мечети, дома, вот вторая часть. То есть это дорога вот это, вниз, да, Вот туда? это дорога, да. А это не вода текла так? Не, ну вода тоже текла здесь, но это дороги. Да, очередной дом. Ну да, это тоже Вот крупненький. комнаты, раз, два, там, три. Да, вот ровные камни все поувозили, видно сразу, да? А этот уже, вот тоже тесанный куресом, вот. Не, ну обрабатывали, особенно где углы здания и дверные проемы, там старались хорошо обработанные. А уже в середину могли, конечно, такие. Вон забор двора, двор был, ну, для скотины, вон там забор, остатки. Для того, чтобы иметь представление о том, как было село расположено, как дома, дороги, нужно подняться на возвышенность и посмотреть сверху. И так это мы можем таким образом можем просто четко увидеть, что где находится. Сейчас поднимемся на возвышенность вон туда. Большое село, конечно. Да, видно отсюда. Койчик, да, вот пана ерде болған, да, вот как Да. раз под ним, и камни есть материал. Вот смотрите, какой загон был огромный. Вон. Да. Вон аж до оттуда. И вон там тоже, наверное, там тоже Общий был, скорее всего. мечеть тоже была, тоже крупное построение. Что-то вон то здание мне подозрительно. Надо посмотреть, что за здание. Сейчас трава чуть высокая, поэтому не сильно, а так видно очертания все, да? А это здесь что, откуда взялся такой камень? Здесь тоже что-то было, наверное. Откуда эти камни здесь взялись? А? Не знаю, дорогой. Вот что это вдруг? Ну, куча, видите, куча. Куча, да. Но это же местный камень. Это же ракушка. Не, ну а что тут именно тут в этом месте все собралось? Бугорок такой. Здесь что? Так он про это село Каймак сказал. Да, вроде бы. Вот это смотри, как здесь сложено. Что-то здесь. Как будто баштаж готовый, да? Ну тут здание какое-то, наверное, вот. Это забор? А? Это забор? Ну вот эта улица, вот. Вот она улица. Блин, жили здесь когда-то люди, а? Блин? Такие огромные камни. Это получается, они здесь нормально выглядело, это село.
Вот, скорее всего, от михраба кусок сюда каким-то образом попал. Потому что вот, явно вот такая же обработка вот этой ниши и вот этот буртик. Стопроцентно. Интересно, что вот орнамента нет, рисунка никого не видно. Ну а что, может, Сахнулся, и делали. Вот смотрите, точно. 100% михраб. Ну да. Вот кусок еще от михраба. Наверняка, если положить, он точно совпадет. Потому что вот такой же Такой же Паз. выступ, вот этот бортик по краям. И вот это Ну да, это угловая 100%. обработка. Вот стопроцентно оттуда. Ну вот как он тут оказался. Закатился сюда. Ну, только докатили, вот разбирали, докатили, но его не забрали. А куда так его? это от михраба, да. Кривой весь, куда его? Ну, да. Ну, тем не менее, же разбирали. Ну да, здесь ровно. Поэтому вот... ну, я не знаю, может, вы, конечно, разочарованы, думали, что тут более что-то грандиозное. не, но я и то, что оно сохранилось, это... Не-не-не, Так, я вот почти весь степной Крым облазил, но даже такого нигде не видел. Это единственное на весь этот наш Ну тут же северо-западный Крым. явно я, михраб. когда первый раз Айдар сказал, михраб уцелел. Я же, конечно же, представил, что михраб уцелел весь. А потом Айдар говорит, он говорит, на уровне фундамента. И я уже ожидания... представил. Морально были готовы, да? морально были готовы. Ну да, потому что даже это и то как Ну бы это хорошо, же, как что говорится, сохранилось. явно михраб, и это уже Да, интересно. да. Ну, вот тот, если еще поставить сверху, он явно, возможно, вот этот бок, вот он, Да, вот это бок. наверное, вот и- этот бок, это уже будет вот такая высота. Его поднимать тяжело. Зачем? Так, Это, скорее всего, наверху было. Не, вон его точно место, А. вот он. Вот он прямо, только там земли чуть, если убрать. просто опа. Смотри, а. Да, четко, смотрите, а. Четко встал. Там, если чуть подкопать, он... Так я же говорю, да, это его место. Вот уже прорисовался. Вон там тоже такой камень есть, это тоже от него. Сейчас я попробую, посмотрю ее. Не, это, наверное, не от него. Да не, это просто кривой. Не, это не его. Ну, это Не, ну и то хорошо, что хоть этот нашли. вот уже он прорисовался, как Да, мы и уже думали. сразу, да, А? да, да, да. Вот из таких пазлов он и собирался. Ну, вот представь себе, а? Здесь когда-то какой-то мулла стоял. Такой, как мы ожидали, а? Ну да. Ну, я, честно говоря, вот к этому готов был. Но в моем вот первое, вот вы сказали, да, у меня ощущение, как вот в этом, в Кокташе. В Кокташе там чисто михраб уцелел. Все стены свалились, михраб уцелел, и вот они восстановили всю мечеть. И я, конечно же, по своей такой наивности подумал, что вот как это так, в голом поле михраб один уцелел. Кому вот он не мешал никому. Но это, то, что вот камень нашли, это, конечно, уникально. Ну вот Айдрага, у него глаз на это, да, вот он сразу собрать хочет. Не, ну это Саша увидел этот кусок. Я его, ну вот сколько ходили, Да, мы вот его не возьми. видели. А? Не, ну я подошел, смотрю, точно. Точно, конечно. Да. А вообще вот
смотрите, вы же общаетесь с людьми. Вот в таких вот селах вообще что обычно находят? Вот что? Находят в каком плане? Ну вот металлоискателем, просто там копателем. Ничего ценного вообще не находят. Бытовые какие-то вещи. Да, это все только думают, вот если там видят, или это там золото ищут. Да что-то серебро какое-то найти, и то практически невозможно. Здесь были очень бедные деревни в степях. Все, кто маломальски жил, ну, он уезжал в горы, потому что там вода, Так, а степь разве бедная Там- была? Столько скота. Это ж всё ну деньги. только скота. Ну это кто-то один владел, а основная масса, ну я вот не знаю, деревни очень бедные. То есть монетки, да, находят, ну вот эту чешую мелкую, акче так называемые, маленькие. А из украшений только такое что-то бронзовое, простенькое. Даже из серебра практически не бывает ничего. Вообще серебряных изделий, Ну, вот смотрите. не говоря уже о золотых. Вот, допустим, да, то, что я от воспоминаний своей бабушки помню, она говорила, что у них вот эти вот мои медальки, они все золотые были. Нет, Это было... оно позолота было, бронза Да позолоченная. не, ну золото, ну что ж, ну, золото. Ну, значит, тогда это куда-то увозилось и все. Все, что от манистов вот этих всяких, да, то есть с дырочками, которая подвешивалась. Да, да, да. Во-первых, в основном использовались даже не монеты, а специально изготавливались подделки под монеты. То есть как бы копии монет, но из тоненькой бронзы, Ну это для бедных. Ну, имитация. да, да. Да, и они золотились иногда. Нет, ну просто я очень много ходил и очень долго Я ходил. поэтому вас И спрашиваю. со многими людьми знаю. Для того, чтобы найти турецкую монетку с дырочкой, которая висела, это одна, может быть, вот на всю эту деревню была найдена. Ну вот смотрите, хорошо, ну мы же видим вот большие загоны, это скот, это же тоже деньги. Я не спорю, но я говорю факт. Может быть, это люди Факт. просто ушли, как бы, ну, когда мигрировали, с собой Не- все забрали ценно. Ну, может быть, и забирали, но теряться все равно оно терялось. Ну просто говорит, что нет, вообще вот в древности вот любое серебряное или золотое украшение это было очень редкостью. Это принадлежало статусному человеку, это без варианта. Без варианта, потому что даже более-менее богатый человек, он носил бронзу позолоченную или посеребренную. Он Ну, не носил имитировал из богатство. чистого серебра. Это очень-очень крайне редко встречается. Это, ну, я на фактическом материале говорю. Я не Да-да-да. рассуждаю теоретически, а по факту говорю. Очень редко попадается. А вот там вот на зольниках, вот копки, что там могут теоретически найти? Ну, все, что выносилось из дома. Вот бывает, какой-то пожар случился, да, ну, бывали же. Да. Понятно, что все это сгребали и выносили. Ну, кто там что найдет. Ну да, да. Высыпали, подметали комнаты. Они ж не были, как сейчас, там, ламинат Ну да, или да, там да. что. Там, ну, пыль, грязь, там упала и не увидишь, что там. Из кармана монетка выпала, там, от маниста этого жилья, там их 100 монеток висит, кто там их что, пересчитывает каждый день. Отвалилась одна. Что-то поломалось, там какая-то пряжечка или украшение, но оно, петля отломалась, лопнуло что-то. Ну, тоже, что с ней делать? Ну, выбросили, смели с мусором. Ну, и вот попадаются вот такие вот предметы. Если бы здесь михраб был сохранен больше, о нем бы все знали. Я Да. же говорю, вот я общался с этими работниками нашего Патриотического музея. Они же говорят, что где-то кто-то находил мечеть, но мы не знаем где, никто ее больше после этого не находил и не видел. И они говорят, возможно, ты нашел вот эту мечеть, которую кто-то когда-то описывал. Ну, вот так наткнулся. Раньше ж любили там просто ходить там по... Ну, И получается в такие археолог. там оттуда, да, вот эта часть? да, она лежала вот здесь. То есть это где-то вот в этом районе Есть была смысл, что она прямо над вентиляция. этим Да, была. да, да. Но она такая треугольная, как вот вверху, видимо, где, может, там ближе к крыше куда-то. Вот. Интересно. Ну, если бы ее здесь оставили, почему она забрала Лифы-ханум? Ее могли просто взять, она ж ну, небольшая, там ее в руке легко нести. Да. Ну, кто-то унес бы или там на бут использовал. Поэтому как бы она у нее на территории там сохраняется. Если вы там будете ходить, я Да, наверняка я уверен, что вы ее опознаете. Видел, потому что видел я её. других таких камней нету с дырочками треугольных. И часть надгробия она увезла. Но с того кладбища мы туда поедем. Там такие с чалмами. Ну,
Но это же тоже были определенные статусные захоронения. Шалма ж- это ж очень не каждому. уважаемый. Да, потому что вот почему здесь просто загородки, ну, камушками. Это, видно, ну, обычные люди были. А вот где там с головными уборами, это уже какой-то статус некий. Ну, это хаджилар обычно, кто вот в хадж ходил. Ну, да, да, ну. То есть образованные, уважаемые люди. Вот она, допустим, находится, да, вот, ну, здесь. Здесь и скот пасут, и там вот то делают, то. Кто-то когда приедет, ну, вообще, ну, может, через 20 лет, и начнут тут что-то равнять, сносить и что-то тут строить, да? Вот возьмут, уничтожат. Вот я почему и говорю, что я кому-то хотел вот это все рассказать, показать, Да. что, ну, может, как-то ж можно сохранить, как-то ограничить территорию. Потому что даже по нашей Евпатории я могу сказать, сколько всего уничтожено. Ну, просто уничтожено. Вот угол, да, ты, надо ж так, ама. Когда-то же его ложили здесь, ама. Ой. Место, да, как подобрали они для деревни. Оттуда чуть-чуть бугорок, здесь низина, и тут сразу раз горы. Ну и да. уютненькое такое местечко, да, Да, если да. так взять, да? Да, да. Не просто А так. всю деревню только. Вот как раз такой, да, вот оттуда прикрыто, отсюда как-то. Ну и, да, от ветра. От всего. и материал тут есть, ради, вот камни. Они же оттуда все эти камни взяли. Ну да. вот да, и все, готово, да, все тут. Да, Прям там, глянь, отсюда видно. да, 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 да. И вот здесь, в этом регионе, почему-то, вот в основном вот это как буква Т, потом есть еще, вот здесь палочка сбоку почему-то. Есть еще встречаются сверху еще, вот, ну, над верхней Т еще параллельно идет. И стрела есть еще. А вот там сейчас где мы очень поедем, много. по-моему, будут вот это такими. То есть вот, ну, определенные роды какие-то, родовые вот знаки. Это для клеймения скота же. Это же чисто утилитарная миссия была. Ну, Скот клеймили этим. ну там. да, ну и, наверное, в том числе показать члены какого рода Вот смотрите, вот похоронены. каждый вот этот захоронение, видите, вот каждого огорожено. Да, вот. да, 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 да. Прям такой с камнями, вот. Да, я Подряд тоже- они идут, видите? я вот. тоже так думаю. Вот они уложены подряд. Вот. Да, ну у них, наверное, не было, вот эти ставили, ну, Вместо с башташа, головой, да? это уже кому-то Да, такому известному, Да, знаменитому. да, кто себе позволил. Вот уже край, сразу видно, здесь никаких камней, да, дорога. Дорога. Вот здесь там мезорлык. И вот загон пошел. Вот Вот проезд явно туда вот. въезд, да? Ну да, какой-то. Может даже въезд в село был. Боковой. Не, ну они с разных сторон были, да? Заездов-то несколько было. А может быть хоронить въезд. Вон тут мезар. Вот, уже пошел чисто, здесь ничего нет. Надо же так. Явно, явно. А вот обмолоточный я уже вижу вот этот. Ну, молотильный да, камень. Да, армонтаж. Правда, разбитый весь. Да, поэтому он тут и остался. Вот. Да. Должна. Вот здесь, да? Вот дорога идет. Нет, нет. Рано это? Вот дорога уходит. Ну давайте по ней, Там, по-моему, не наверное, видно. выйдем. Нет, там будет прямо возле складов. Ну, я думаю, она сходится. Я думаю, они сходятся. Единственное, что просто я по ней не ездил. Я там обычно поворачиваю.
Ну, здесь ходить не придется уже много. Здесь так, от машины чуть-чуть пройдем. А здесь кладбище, да? Нет, тоже деревня, тоже кладбище и тоже развалины, я думаю, вот- мечети. Там, где мы были, мечеть, это Каймак село называется? Фу, ну вот я говорил вам, да. Ну это на картах оно всё- я, если надо, я точно там скажу Просто все эти ну, названия. желательно точно, потому что я попробую немножко поискать информацию про эту мечеть. Я искал, нет, не найдете ничего. Это только, может, в каких-то в трудах там археологических, в архивах только. Ну как это найти, не знаю. А так в интернет-доступе ничего нет. Туда мы едем? Вот да, вот нам, ну только нам надо не сюда, а вот там вот спуск есть. Оттуда, Просто да? налево сейчас Ага. давайте. А вот здесь это хорошо видно. Ну мы здесь не спустимся просто. А деревня, да, вот она перед нами. Отсюда хорошо видно. Ну, по такому же принципу мы там на горку залазили. Вот, видишь, все хорошо видно вон. Да, как карта. Я не знаю, на видео. Нет, или- Вот это надо, если будет желание, вот я говорю, в марте месяце приезжать. Приедем обязательно. Когда солнечная погода будет, а травы не будет вообще. Тогда это просто чертеж будет. Вот это тут вот до дороги и шли. Дороги ж постоянно сдвигались. После дождей, ну, ямно нарыли, они раз чуть левее дорога. Поэтому вот это вот, как бы, дорога в деревню, но она просто вот туда-сюда гуляла. Как Ну, здесь торможу или да? Ну, давайте, да. Ну, вот можете подняться здесь ровненько пока. Этот остался, никому не нужен, да? Если инструменты какие-нибудь были бы, обычно вот такого размера тоже бывали же они. Вот возле дживали лежат же. Отломать, и вот эта сторона классно так. Да? Да, целенький. Вот тоже дома уже. Ну тоже довольно-таки крупный вот это построение. Вы единственное потом уточните, вот то первое село, как называлось, и вот как это село называется. Хорошо, без проблем. Это чисто для нас, чтобы мы могли... Без проблем, без проблем. Да я сегодня вечером уже напишу. Это уже тоже вот жилые дома, да? Ну то вот есть- дома мы прошли сейчас, да. Это вот улочки, проезды. А базары, магазин, такое что-то вообще бывало? Они как-то маркируются или это... Ну, ну вот этого времени? Ну да. Не. Ну, Просто торговля люди была на вот какой-то было На дороге, участок такой ровный, ну где-то там типа площадь. Вот и торговали. Ну или кто-то дома там, кто-то был. Я говорю, зольники вот перекопанные все. Там ищут, видимо. Ну вот, знают, где искать. Ну вон копки, вон видно, везде они. Вот тоже кладбище, наверное, и это мечеть. Потому что вон я смотрю могильный камень. Вон стоит. Башташ прямо на месте стоит, смотрите. Вот с буквой Т тоже. Вот здесь идем, смотри. Ну и это тоже обработано. Смотри, а. Он- А, он двигался, значит, Да, не, да. не на месте он. Не, ну да, что-то могли сдвинуть. Вон еще башташ. Да, он, Да. видите, чистенький такой, он, видимо, лежал. кто-то Он поднял. лежал, это его подняли. Да, Возможно, даже мы когда-то и подымали. Ёлки-палки, этот ветер вообще. Заяц, а я подхожу, Ух ты! думаю, сколько он будет лежать. Не, я уже увидел, что он лежит и не шевелится. Думает, что мы не заметим его, а мы как Вот, видим. вот он лежал. Смотри, Я не видел, Вон он кстати. вырыл даже Смотри, до сих себе. пор. А я и смотрю на него, думаю, мертвый или живой. А сверху... Бежит видите, бодро. Для водички, видите, это место здесь? для птички, да. Да. Водичка накапливается. Ты смотри. а. До сих пор бежит. Ну вот Вон, пойдемте. вон, смотрите, вон на склон поднялся. Ага. Да, да, да. Видать, сильно А я ж иду, думаю, не пойму, живой или не живой, думаю. И уже подпустил в упор почти.
Ну вон, пойдемте эту мечеть или что посмотрим. Ну я думаю, что это мечеть, потому что типично как бы в центре кладбища. Но здесь такого подарка уже нет в виде Нет, михраба. такого нет. Ну, по логике можно вычислить его. Ну да, вот там должно быть. Не, ну что-то может было, ну простое. Вот, вы видишь? Ну это тоже хороший камни. Но опять же, как бы Ну, вон по... там михраб, вот, по логике. Да, да, ну вон там что-то есть, ну я имею в виду не такой вырублен, ну как там вырезан так прямо Да, да. красиво. Вот камни, прямо четкие такие, тесанные, а? Вот так и шли, вот. Тут Вот даже здесь есть вот он, но он просто так пропилен, ну, условно говоря, примитивно. Просто. попроще, да, вариант. Да, просто Ну, вот. это михраб 100%. Ну, не, ну по ориентации, да. По ориентации, да, Вот так же, угол. как там. Смотрите, как сделан здесь сразу. Очень хорошие камни здесь лежат, да? Блин, почти как будто там находишься, да? Вот когда туда посмотришь. Похож. По размеру, но чуть-чуть меньше, Айдарага. А? Тот чуть больше был. Да? По размеру, да. Вот там тоже вот так вот он делился, вот так вот, как вот здесь. Видите, он вход, он там. Вот здесь тоже точно так же оттуда и брали камни. Вот один в один похож. Это, а, скорее всего, арка какая-то была. Вот тоже такой большой могильный, это, ну, с головой. А вы говорили с этими, с головными уборами, это здесь было? Ну, отсюда, ну, Алифе Ханум их увезла себе на территорию Теки. Вот огромный такой тоже. Похож, да, на Башташ? Да, да, ну да. Ну, тяжело будет поднять. А я сейчас хочу просто присмотреться, он вообще движим. А, да, нормально. Хотел посмотреть, здесь, может, что-то есть. А. Нет, Не, вот это что такое вот? Не знаю. Это может быть примыкающее что-то было. Конструкция. Камешек подложить, пускай турсун. Турсун. А что-нибудь маленькое это. Сейчас. Смотри, а. Ага, вот так, все. Ради. Это, видать, очень старый, потому что, видишь, вообще ничего нет, не видно. Ну здесь постройка. Четкая, да? Четко видно. Вот вход, вот здесь проем, вот. Явно вот здесь проем, Айдарага. Ну, Мы да, и там через стену зашли, вот здесь проем, вот он. да, Четкий, вычесанный проем. да. Вот углы куресим на Уташларн, вот. Здесь побольше размером не смогли унести это все. Вот так заходишь, вот здесь перегородка, возможно, была вторая комната. Да. Джамичек, да, ты здесь был, а? Вот тоже. И вон там, получается, михраб. Вот его видно, он немножко примитивный, конечно, выпил, но это все равно михраб. Не, этот, может быть, как говорится, он тут уже сзади Да. бывал. Он тут ресен. Ну, он здесь капитально стоит, да? Да. Мне кажется, раньше здесь больше было могильных камней. А? Или их позабирали, да. Ну сюда ближе подъезжать, вон большая кошара. Не знаю, вот с нее приезжали или что. Возможно, просто повывозили. Потому что они как бы такие, что можно погрузить. Потому что, мне кажется, тут их было много. А сейчас вот только пару штук всего. Да, смотрите, какие четкие камушки здесь, а? Хорошо тесанные. Ну, я вот как-то, мне кажется, позабирали их. Было здесь. И жерновов здесь столько этих было. Да? Ну, тоже большое количество, да.
Ну вот, смотрите, Саша, вот это интересно тоже вот. Ну, жернова, скорее всего, точно увезли. Не можешь здесь что-то? Ну вот, смотрите, вот прям плита огромная. Что это? Куда он использовался? Это со стены, наверное. Ну, как-то так. Больше Вот один особо, в один, да, больше вот сюда особо смотришь, интересного всё- вам не Все покажу. похоже. Прям в таком же месте расположен, да? Вот Типовой, да? Вот Да, точно да. такой же. выбирали же места так. Вот то же самое. Вот. Ко мне было больше здесь. Надеюсь, что это вывезли на кладбище. Скорее всего, на кладбище вывезли. А? Сейчас-то никто уже не будет это делать. Место, и, наверное, все знают здесь, которые Да барашка раньше, пасут, что это смотри. тут поселение было, Он, а? во-первых, просто сделан. То есть это кустарщина. Это все местное. Я говорю, местные, наверное, которые здесь ходят, они все знают, что здесь поселение было, правильно? Видно же Ну, его. конечно. А? Конечно, видно, но оно... Ну, тут только можно вот возле еще развалин домов пройтись и все. А это что за яма? Ну, вот не знаю. Ну, люди-то жили впритык. Ну, к кладбищам везде. Может, какое-то хранилище, ледник был какой-то. Ну, здесь вот только вот эти еще остатки домов можно посмотреть и все. Вон тоже еще один обмолоточный этот камень, он виднеется. Здесь такие чуть покрупнее дома были. Да. Но здесь еще сказывается, что это относительно нелюдное место, да? Ну да. Ну и А где вы видите этот камень? а вон слева, Вон прямо. слева от столба. А, вон он там. Да. Это тоже загон? На загон не похоже, на дома похоже. Не, да? это дома. Вот двор четкий. Вот это дома, вот комнаты же разделены. Вот это, опять же, это двор внутренний. Вот это внутренний двор. Именно такой для жилья двор, Вон не для... въезд, да? Вон въезд. Смотрите во двор. Ну да, да. Кстати, он ограничен этой жерновом. Видно, жернов раскололся, и его как опору, колонну в угол и вмонтировали. Это еще с тех времен, думаете? Конечно. А это не дороговато было таким этим? Не, ну он раскололся, он же где А, не крепился, да, его уже ж не покатишь. И его для крепости поставили. А так, да, въезд во двор, и вот жилой дом, это двор внутренний, Да. там еще какое-то помещение. Да, вот Но это двор именно. четко видно. Не для скота, а для жизни. Да, я к нему шел. Вон в углы для прочности какие камни ставили мощные. Ну, Это от дома? да. Этот армонтаж, смотрите, этот, я такой не видел, сколько я их. Гранитный, наверное. Нет, да просто вот этот вот, смотрите, по бокам, видите, такие круглые. Ага. И вот такой мне не попадалось. Видите? Ну да. Вот этот вот. И отверстие еще какое-то. Вот этот вверх. Смотрите, Еще какие-то отверстия сделаны. как отверстие-то Не, вот я бокам. имею в виду. Здесь отверстие, там отверстие. Вон, Вон, с той стороны тоже. нижнее. Вот И так- здесь тоже отверстия были. Я такой ни раз не видел. А это точно монтаж? Ну это армонтаж. Вот это место, то, что вот видите, вот этот, такое не попадалось. И вот с этими отверстиями вообще первый раз вижу я.
Вот так вот колоть его. Вот интересная такая штука. А?